Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Я привезла детей в лыжную базу. У них сегодня экскурсия. Первый день. Они встретились с одноклассниками, с друзьями. Я какая довольная, радостная. Хоть мои дети будут с детьми общаться и учиться в школе. Это наша лыжная база. Я вам показала, я водила сюда детей много раз играть. Наверное, придется в этом году тоже почаще приезжать сюда, отдохнуть, дышать свежим воздухом. Это по дороге, где отдыхали в этом году дети. Дети сидят отдельно, каждый класс. Сидят, кушают. Познакомилась я с учительницей Владислава. Мне она очень нравится. Я ее знаю. Просто она меня не знает. Но мы познакомились. Учительница образованная, требовательная. Какой чудесный воздух. Мне кажется, здесь и дышать легче. Уже листочки желтеют. Уже осень. Муравейник. Я вас люблю. Вы очень трудолюбивые. Что-то они меня и не кусают. Ой, запах какой чудесный. Кисленьким пахнет. Подписчик Владимир всегда мне советует, чтобы я прогулялась в лесу. Я постараюсь. Мне надо восстановиться, дышать лесным воздухом и поставить своих сладеньких золотых мальчиков на ноги. Какой крепкий, хороший дуб. Дай мне, пожалуйста, восстановиться поскорее. Силы, настроения, оптимизма. Я обняла дуб. Мне кажется, что дуб меня тоже обнимает, дает энергию. Беретку забыла в машине. Немножко ветерок есть. Тихенький.
Я забыла палку. Придется мне придерживать телефон. А руки пока у меня слабые, трясутся. Но я духом не падаю. Все будет хорошо. Самое главное, я выкарабкалась. Остальное зависит все от меня. Надо жить оптимизмом, надо жить, надо восстановиться. В этом году толком и не получалось привезти детей сюда. Влад был в санатории. Потом в лагере. Хорошо, что они отдохнули. Я очень довольна. Спасибо опеке, что дают каждый год лагерь. Бесплатно все. Хоть мои дети смогли играть в лагере. Еще наверстаем все. Все будет хорошо. Самое главное — здоровье, остальное все приложится. Будем стараться. И вы, мои хорошие, тоже не болейте. Я очень-очень прошу вас, чтобы вы носили маску, где скопление людей, особенно в больницах, в магазинах. Я уже, как говорится, каждого шороха боюсь. Боюсь людей. Сразу хватаюсь за маску. Боюсь. Обрабатываю руки. Даже на машине у меня возится после больницы. Я сразу обрабатываю руки, когда сажусь за руль. Прихожу, полоскаю горло, нос, руки мою тщательно. Так и от детей то же самое требую. Но они у меня молодцы, они меня слушаются. Они мне помогают, поддерживают. Самое главное, чтобы мы все были здоровыми, бодрыми. Ну, на этом я свой короткий влог заканчиваю. Я еще часок погуляю на свежем воздухе, пока дети отдыхают. Всего вам доброго. Всем пока-пока. До следующих встреч.